Инвалиды в коме осваивают новый цифровой сервис, который позволяет им приобрести средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Это нововведение работает уже по всей стране около полугода, однако в республике новым платежным инструментом воспользовались пока единицы. По словам сотрудников фонда соцстрахования, все дело в недостаточной информированности населения. Есть и другие нюансы. Подробнее о них расскажет Виктория Науменко. Коляски, трости, подгузники для взрослых и даже собаки-проводники с комплектом снаряжения. И это еще не полный список того, что относится к федеральному перечню технических средств реабилитации для инвалидов. Чтобы получить их, достаточно написать заявление в фонд социального страхования. Но бывают ситуации, когда изделие требуется человеку срочно, и он не может ждать проведения госзакупки. В этом случае инвалид может купить изделие самостоятельно, а фонд компенсирует понесенные расходы. Одно «но», поскольку сумма компенсации, согласно закону, соответствует цене изделия по последнему исполненному контракту, она не всегда покрывает расходы полностью. Так Марина Маруф оказывается в убытке ежемесячно. Я тоже закупаю ежемесячно себе технические средства реабилитации. Я на этом трачу, разница у меня получается, теряю даже 6 тысяч рублей, то есть в месяц. Одно из преимуществ электронного сертификата – как раз демократичные цены на средства реабилитации, которые соответствуют размерам компенсаций. Важно лишь, чтобы выбранное изделие было предусмотрено индивидуальной программой, а с новым цифровым сервисом тратить на покупку свои деньги больше не придется. Оформляется он в течение 5 рабочих дней. Это удобно, потому что подать заявление можно онлайн, то есть не на диване. Вы подаете заявление на электронный сертификат через государственные услуги, да? Соответственно, выбрать ТСР, технические средства реабилитации, тоже можно на интернет-сайте. И оплатить также, не выходя из дома, этим средством, электронным сертификатом, данные виды средств. Об электронном сертификате Марина Маруф слышала, но пока не воспользовалась нововведением. Дело в том, что в списке средств реабилитации, которые можно приобрести на средства электронного сертификата в интернет-магазинах, нужных Марине нет. Всем легче, вот так же, как и я, покупать у определенных поставщиков, с кем мы уже знакомы, с кем мы давно уже ведем вот так вот. Не готовы пока работать с электронными сертификатами многие торговые точки, да и количество банков ограниченное, сетуют в Ухтинском обществе инвалидов. Люди только с этим сталкиваются, еще особо не понимают, что делать, где зарегистрироваться, как зайти на сайт ФСС, там кто-то не может зайти, кто-то не может зайти на госуслуги, потому что не зарегистрированы. То есть тут такой комплекс мер, который надо перед тем, как этим сертификатом воспользоваться, надо сделать. Вопрос увеличения количества торговых точек уже решается, заверили в фонде социального страхования. Действительно, пока электронным сертификатом можно было воспользоваться только в одном интернет-магазине, но уже в скором времени список пополнится сыктывкарским филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия. А технические вопросы при подаче заявления всегда помогут решить специалисты фонда социального страхования. Главное – прийти туда с документами или отправить законного представителя. Практика, когда в фонде социального страхования интересы заявителя представляют его родственники, дети или внуки, уже есть. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.